Терапевт Сыктывкарской поликлиники номер 3 Иван Кононов самостоятельно работает только первую неделю. До этого проходил практику под руководством старших коллег. Говорит, полученных в медицинском институте знаний ему хватает, но когда симптомы неочевидные, он все же советуется с опытными врачами, чтобы ни в коем случае не ошибиться с диагнозом. В своей семье Иван Николаевич представитель второго поколения медиков. Я еще со школы хотел стать врачом, потому что мой отец работает здесь врачом-эндокринологом. Ну и я, так сказать, продолжаю династию. Иван Николаевич мог бы стать и эндокринологом, но для этого необходимо было учиться еще 2 года. А ему уж очень хотелось работать и помогать людям. Молодой врач говорит, нет ничего лучше, чем пациент, который выздоровел. Давление отличное, 130/70. Александра Шмагина в городской больнице номер 1 тоже недавно. Вернее, недавно в качестве медицинской сестры. А в лечебное учреждение она пришла еще 5 лет назад, как секретарь главного врача. Потом в ее окружении появились друзья-медики, которые увлеченно рассказывали о своей профессии. Эти разговоры и заставили девушку задуматься. Я стала замечать большое количество людей, которые приходят за помощью в больницу. Кому-то нужна была квалифицированная помощь, кому-то простое доброе слово поддержки. И я замечала непосредственное участие медицинской сестры в этом деле. И спустя 2 года работы секретарем я решила на важный для себя шаг поступить в медицинский колледж. Сегодня девушка уверенно говорит, с выбором она не ошиблась. Помогать людям – ее призвание. И, кстати, о карьере врача Александра не мечтает. Говорит, медсестры нужны ничуть не меньше. К слову, медицинских сестер больницам республики и вправду не хватает, хотя по обеспеченности средним медперсоналом мы в десятке лучших в стране. Но кадровый вопрос, особенно на селе, все еще актуален, а потому работа по привлечению в коме медицинских специалистов продолжается. Направлений масса. Целевая и контрактная подготовка специалистов, финансовая поддержка студентов, заключивших договоры с Министерством здравоохранения коми, выплаты в 100 тысяч рублей врачам, устроившимся по наиболее востребованным специальностям. Но, конечно, лидер по числу привлеченных специалистов – программа «Земский доктор». В прошлом году благодаря ей выплаты в размере 1 миллиона рублей получили 80 врачей. Это в 2 раза больше, чем в 2016. Светлана Некрасова, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.